Благодаря неравнодушным представителям власти, слабовидящие и незрячие дети республики теперь смогут полноценно обучаться школьной программе. В Северной Осетии проживает около 300 ребят с ограниченными возможностями по зрению. Прежде таких детей направляли на обучение в Кисловодск и другие города России. Такое положение создавало неудобства как для самих детей, так и для их родителей. С 1 сентября на базе 14-й школы Владикавказа начнут работать классы для незрячих и слабовидящих ребят. Уже не первый месяц ведется работа по их организации. Во-первых, были направлены 5 педагогов-психологов в Академию повышения квалификации для переподготовки, для работы с такими детьми. Во-вторых, была определена 14-я школа города Владикавказа, которые любезно предоставили нам все помещения, возможности. И третье – это то, что сегодня мы пригласили лучшего специалиста Института коррекционной педагогики города Москвы Денискину Венеру Закировну, которая сегодня работала со всеми специалистами нашей республики. Первая проблема, с которой пришлось столкнуться на пути достижения цели – нехватка квалифицированных кадров. Недельные курсы по тифлопедагогике – это большой шаг на пути решения проблемы. Я пыталась объяснить и надеюсь, что как-то донесла до слушателей именно особенности работы. Чем отличаемся, как преодолеть те трудности, которые возникают у человека с нарушением зрения, чему его нужно для этого учить, как надо меняться обществу, как должны меняться родители. С одной стороны, я рада, что пошли такие подвижки. Во всяком случае, если пригласили, значит, эти проблемы республика начинает решать. Мне только остается пожелать успехов на этом поприще. Также по инициативе министра образования и науки республики Алана Угоева планируется открытие Центра ранней диагностики детей с нарушением зрения. Уже получено первое оборудование из Бесланского диагностического центра. Ангела Кубалова, Фатима Макиева, Ацамаз Шипшев, Осетия ТВ.